Всех видите, и очень рад, что пригласили меня сюда. Я приехал с республики Башкортостан. Зовут меня Ренат Исматуллин. Я являюсь башкирской православно-татарской общины, председателем благотворительного фонда в честь святых мучениц. Вот хотел бы здесь зачитать вам небольшой свой доклад. Да, я являюсь православным татарином. Вот, при своем городе открыл именно православно-татарскую общину. В каком городе это? Город Салават, республика Башкортостан. Ну, знаю. Я очень сильно люблю свой народ, я люблю свои традиции. И считаю, что необходимо сохранить татарский язык, особенно среди православных татар. Все чаще встречаюсь с такой проблемой, как потеря родного языка, потеря национальных традиций среди чувств народов, принявших православие. Происходит полная утрата родной речи, что в корне неправильно, я так считаю. Умирает родной язык среди татар, башкир, чуваш и других национальностей. Я сам татарин, жена у меня чувашка. И для нас очень важен родной язык и его сохранение. Одно из важных решений сохранения родной речи – это богослужение в храмах на родном языке. Чувашском, татарском, башкирском, марийском и других языках. Важное значение имеет сплотить народ, создавая общины, проводить молебны на родном языке, общаться на родном языке, проводить совместные мероприятия, связанные с национальными праздниками. Я создал такую общину, чтобы объединить татар, башкир, чуваши. Провели 2 молебна на татарском и старославянском языках. Люди были очень рады слышать и молиться на родном языке. Община столкнулась с непониманием священнослужителей. Очень важная задача объяснять и доносить значимость родного языка в богослужении, как мирянину, так и священнослужителю. Надеюсь, что в скором времени священнослужители и народы разных национальностей придут к компромиссному решению этой проблемы, беспрепятственно будут проводить богослужения на родных языках тех или иных народов, а в частности татар. Объединяясь в национальной православной общины, члены общины могут решать проблемы, связанные не только с родным языком и традициями, но и социально значимые проблемы общества. На сегодняшний день наша православно-татарская община ведется активная работа по созданию кризисного центра для оказания помощи беременным женщинам и молодым мамам любой национальности и вероисповедания, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Мы создали команду, в которой входит врач-педиатр, психолог, юрист, православный татар и волонтер. Считаю, что только объединившись, сможем качественно решать проблемы и помогать нуждающимся. Вот у меня небольшой такой доклад. Вот. Я считаю, что действительно... Много членов вашей общины? На сегодняшний день стабильно посещает от 13 до 15 человек. Вот. И оно с каждым днем будет расти, если будут проводиться такие богослужения. Не богослужения, хотя бы молебны. Можно добавлю? Это результат фактически были рождественские чтения в 2017 году. И нам сделали татарскую секцию. Вот Ренат Исматуллин приехал на эту секцию, мы пригласили. Да, спасибо большое за приглашение. И да, как раз мы объявили о том, что в регионах должны, там, где компактно проживают татары, надо татарам православным объединяться. И вот, пожалуйста, община начала действовать, потому что там это очень актуально в Казахстане. Крещенных татар очень много. Да, люди принимают православие, чувствуют поддержку, что там такие же татары, как и они. Это очень важно. Именно, что объединиться надо. Действительно, у нас проблем много, озлобляется народ. И он приходит вот именно искать любовь, любовь в храмах. И тогда люди действительно, чувствуя эту любовь, будут сплочаться. А если мы друг друга будем отвергать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому мы должны, как говорится, расти, как говорил Господь, возлюби ближнего, как самому себя. Вот у меня